Между академиями госуправления при президенте Кыргызстана и Узбекистана подписан меморандум. Документ подразумевает реализацию ряда проектов, в том числе по обмену студентов и преподавателей, а также по проведению совместных исследований. Договоренность о сотрудничестве между вузами была достигнута в рамках визита президента Садыра Джапарова в Узбекистан. Все подробности у Улана Касенова. Магистрант Академии госуправления при президенте Кыргызской республики Анарбек Абдиев считает, что программа по обмену студентами способствует не только увеличению объема знаний, но и помогает в потенциале адаптироваться к другой культуре, делает человека коммуникативным. Как известно, все познается в сравнении. Обмен поможет нам не только показать себя, но и перенять полезное у других. Наши бакалавры уже обмениваются знаниями со студентами Казахстана и России, а теперь вот с узбекскими вузами намечается сотрудничество. Думаю, для меня как магистрант это дополнительная возможность получения знаний. И потом прям четкое, конкретное прописание действий. Академия госуправления при президенте Республики Узбекистан имеет мощную материально-техническую базу и, самое главное, сильный профессорский состав. Следовательно, вузу нашей республики есть что перенять у соседей. Задачи Узбекской академии аналогичны с нашей. Это подготовка госслужащих и повышение их квалификации. Когда мы обмениваемся опытом, тогда мы получаем бесконечный результат развития личности, развития преподавателей, развития программы магистратуры. У каждой страны есть своя специфика, которая, безусловно, полезна для опыта и другой страны. В этом плане мы можем совместно выполнять какие-то крупные проекты, выполнять крупные задачи в рамках, опять же, достижения наших общих целей. На сегодня вузы соседней республики проявляют огромный интерес к методике обучения Кыргызстана. И в этом свете соприкосновение академий двух стран значительно усилит сотрудничество в сфере образования и науки. У нас, например, есть опыт работы с фондом Ханса Заделя, с германским фондом, в который не вовлечена, например, Академия Узбекистана. У них есть свои опыты. Например, когда мы там побывали, я выступил с лекцией. Встреча была с профессорско-преподавательским составом и с магистрантами. Я им прочитал гостевую лекцию на тему конституционной реформы в Кыргызстане. Встреча продолжалась около 2 часов. Очень много вопросов. Вообще интерес к нашей стране, что делается, огромный у них. Эксперты уверены, что сотрудничество станет выгодным не только для конкретного вуза, но принесет свои плоды и для науки в целом. Колоссальный опыт, в свою очередь, получит и узбекская сторона. Получает очень много преимуществ и выгод. Но отметим только один вопрос. Сфера науки. Мы можем сотрудничать с университетами Узбекистана, в частности, например, организовывать межгосударственный диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций. Это даст огромный толчок, шаг к развитию науки не только Кыргызстана, я думаю, и Узбекистана. Интегрироваться нужно. Мы видим, как Узбекистан развивается, какие у них реформы происходят. Поэтому опыт и практика Узбекистана никогда не помешают. Меморандум предполагает обмен не только практическими знаниями. Сотрудничество будет способствовать повышению академической мобильности между студентами и преподавателями. А это, как известно, сулит хорошие возможности.